Здравствуйте, мои хорошие! Как замечательно, что мы с вами сегодня снова встретились. Вижу, вы готовы к уроку. Тогда начнем. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами познакомимся с одним очень интересным звуком и его образом буквой. Научимся находить этот звук в словах. А чем этот звук так интересен? Хотите узнать? Тогда внимательно слушайте. Пи-пи, пи-пи. Ребята, а кто это? Кто это у нас пищит? Ой, ребята, да это же мышонок. Пи-пи. Я вам сейчас, ребята, расскажу одну историю о мышонке. А вы внимательно послушайте и попробуйте догадаться, с каким звуком мы с вами сегодня познакомимся. Как-то раз мышонок Пик нашел большой, огромный кусок сыра. Ой, какой большой кусок! Нам его с мамой хватит на несколько дней! Подумал мышонок и потащил кусочек к своей норке. Кусок сыра был очень большой и очень тяжелый. Пик еле-еле его тащил до своей норки. Затем он стал толкать сыр в норку, чтобы запихнуть его. Но кусок был таким огромным, что не помещалось в отверстие для входа. Что же делать? Задумался Пик, но вскоре придумал. Он ведь был догадливым мышонком. Пик откусил кусочку от сыра со всех сторон и снова попытался протолкнуть его в проход. Но кусок еще был слишком большим. Пик еще раз откусил его. Пытался протолкнуть его в проход, но кусок еще был слишком большим. Пик еще несколько раз откусил и снова пытался протолкнуть сыр. И вот, ребята, у мышонка получилось, и в конце сыр был в норке. К тому времени пришла и мама-мышка, которая уходила по делам. «Мама, мама! Я нашел большой кусок сыра. Нам его надолго хватит!» – радостно закричал Пик. «Так где же он?» – спросила мама. «Вот здесь, он в норке». Мама посмотрела на сыр и произнесла: «Но ведь сыр, он совсем маленький». Мышонок посмотрел на сыр и удивился. Кусочек действительно был совсем маленький. Малыш никак не мог понять, как это могло получиться. А вы, ребята, поняли, куда подевался большой кусок сыра? Ну что ж, малыш, поскольку кусок совсем маленький, съешь тогда его сам. «Пожалуй, съем», – ответил Пик, – «а то я так устал». Ребята, а вам история понравилась? И мне тоже очень понравилось. А про кого был этот рассказ? Правильно, ребята, про мышонка Пика. А что же он не мог затащить в норку? Какие вы молодцы! Он не мог затащить большой кусок сыра. И только в самом конце у мышонка получилось затащить сыр. Но остался у него лишь маленький кусочек сыра. Ребята, какой звук вы слышите посередине слова «сыр»? Какие вы догадливые! Слышится звук «ы». Сегодня на уроке, ребята, мы с вами познакомимся со звуком «ы» и буквой «ы». При произношении звука «ы» губы и зубы приоткрыты, не напряжены. Воздух проходит спокойно, не встречая на своем пути преград. Звук «ы» гласный, обозначается он красным цветом.
А сейчас, ребята, давайте мы поиграем. Игра называется «Поймай звук». Мы будем хлопать в ладоши, если услышите звук «ы». А на другие звуки опускаем руки низко и качаем головой. Вы готовы, ребята? Тогда начинаем. Внимательно слушайте. «ы». Это звук «ы», ребята. Хлопаем в ладоши. «а». Покачали головой, опустили руки. «о». Покачали головой. «ы». Это звук «ы», ребята. Похлопайте в ладоши. «у». Покачали головой. «и». Покачали головой, ребята. Опустили руки. «ы». Молодцы, ребята. Похлопайте в ладоши. Вы справились, ребята, со всеми заданиями. Звук «ы» на письме обозначается буквой «ы». Вот топор, полено рядом. Получилось то, что надо. Получилась буква «ы», все мы знать его должны. А это, ребята, печатная буква «ы». А это, ребята, прописная буква «ы». Давайте, ребята, мы с вами напишем букву «ы» в воздухе. Подняли правую руку, указательным пальцем, опустили прямую длинную линию, соединили кружочек и рядом еще одну прямую линию. В русском языке, увы, не бывает слов на «ы», но и без нее никак нам не обойтись. Буква «ы» есть в словах, как мышка, сыр, рыбак и дым. И, конечно же, в слове «усы». Есть, ребята, буква «ы». Ребята, а в слове «сыр» звук «ы» в середине слова. В слове «сыр» один слог, два согласных и один гласный звук. Ребята, о слове «мышка» какой звук вы слышите в середине слова? Правильно, ребята, звук «ы». В слове «мышка» два слога. Ударение падает на первый слог. Мышка. Давайте прочитаем, сколько гласных и сколько согласных звуков. Молодцы, ребята, какие вы у меня внимательные. В слове «мышка» 3 согласных и 2 гласных звука. Посмотрите, ребята, что вы видите на картине. В слове «часы» звук слышится в конце слова. В слове «два слога» 2 согласных и 2 гласных звука. В слове «часы» 4 буквы и 4 звука. А в слове, ребята, «усы» мы слышим в конце звук «ы». В этом слове 3 буквы и 3 звука. 2 гласных и 1 согласный звук. А теперь, ребята, давайте мы с вами выполним пальчиковую гимнастику. Приготовились. Утром рано солнце встало, к нам в окошко постучало. Ему ручкой мы помашем, вместе с солнышком попляшем. Продолжим наш урок. Давайте, ребята, мы с вами поиграем. Игра называется «Соедини картинки». Ребята, нам нужно правильно соединить картинки и посмотреть, что изображено. Посмотрите на картинки. Мы видим кого, ребята? Верно, мы видим быка. Следующая картинка.
Это половина сыра. Давайте соединим. И мы с вами видим сыр. Следующая картинка. Это, ребята, дым, который выходит из трубы, когда мы топим печку. Какие вы внимательные! Вы, оказывается, все запомнили и уже знаете, как выглядит буква «ы». Давайте теперь, ребята, мы с вами выложим из счетных палочек букву «ы». Можно выложить также из карандашей, либо из веточек. Выкладываем счетные палочки, сперва прямую линию. Соединили в кружочек. И рядом добавили еще одну палочку. Молодцы, ребята! Сегодня на уроке вы отлично поработали. Узнали про мышонка Пика и познакомились с буквой «ы». На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч!